Глава региона Махмуд Али Калиматов осмотрел ряд стройплощадок в рамках нацпроектов президента страны. Лесные инспекторы выявили 17 случаев незаконной рубки деревьев общим объемом более 700 тысяч кубометров. Сегодня прошел очередной рейд по пилорамам Сунжинского района на предмет незаконного приобретения и распуска древесины. Радищики, они рассказывают нам о важных новостях Ингушетии, России и мира. Желают нам хорошего дня и скрашивают его отличной музыкой. Вы только послушайте. Сегодня Всемирный день радио. Наши коллеги принимают поздравления. Больше всего, конечно, я люблю работать с гофрированной бумагой. Очень люблю делать цветы. Это моя слабость, конечно. Цветочные фантазии. В музее ИЗО Карабулака открылась персональная выставка Яхи Цичоевой. Первенство Ингушетии по вольной борьбе среди юниоров стартовало в селении Верхние Чулуки. Здравствуйте, это новости 24. Если строитель хочет работать и сохранить свое дело, ему нужно соблюдать все договоренности. Руководителям подрядных организаций нужно четко следовать производственной дисциплине при строительстве объектов и точно взвешивать свои возможности. Об этом заявил Махмуд Али Калиматов в ходе осмотра стройплощадок в рамках нацпроектов президента страны. Все подробности в репортаже. В прибрежно-парковой зоне столицы Ингушетии Махмуд Али Калиматов побывал на месте строительства детского сада на 220 мест. В соответствии с планом-графиком дошкольное учреждение должно было быть сдано подрядчиком «Стройарсенал» еще в декабре 2019 года. Но, по его словам, сроки сдвинулись из-за погодных условий и отсутствия подведенных коммуникаций. На сегодняшний день готовность детского садика составляет 70%. На стадии завершения фасадная часть идут внутриотделочные работы. По словам подрядчика, строительство завершится в мае текущего года. Последний срока у нас единственное были проблемы с газом, за холодом, Если тех условия сети электрические, газовые, воды у вас возникают вопросы, то надо обращаться за помощью. Значит, деньги есть? В чем проблема? Нахбаться. Проблема, мы уже вчера отопление. Сколько человек у тебя работает здесь? Сейчас в данный момент уже 30 человек, завтра будет 50 человек. 50. Какой день ты сдашь это все? До 1 мая. Все расписать поминутно. Кто, что, когда должен делать. Они с Бог-бой тебе объекты будут давать. Надо просто реально смотреть на вещи, чтобы люди и зарабатывали, но и объекты у нас были. Тиша Бог навела. Хайн бецаз. Вы камен баз. Вы республики бана. Это же детский сад. Там школа. Ну, школу же мы ездили. Сколько у нас школ? 24 школы. Сун ма готов хамутит. Сун баргу дышал. Глава региона отметил, что для предотвращения срыва сроков строительства из-за каких-либо проблем подрядчики обязаны вовремя обращаться за помощью в правительство, тем более, когда речь идет о технической составляющей. Далее Махмуд Али Калиматов побывал в Назрани, где продолжается возведение школы на 720 мест. Сейчас в трехэтажном здании ведутся электромонтажные, внутренние и внешние отделочные работы, устройство систем тепла и водоснабжения. Руководитель подрядной организации заверил, что до конца марта объект будет готов к сдаче. Возьми и делай. То, что тебе не можешь справиться, передавай объект. Не можешь справиться. Лучше один сделай, один. В последующем, чтобы тебе дали еще объекты. Но если не справляешься, не надо их брать. Долго, По итогам выезда Махмуд Али Калиматов поручил профильным зампредам и министрам взять на контроль работы на указанных объектах. Напомним, что по данным регионального Минстроя в республике до конца года построят 14 детских садов и 11 школ. Диана Дударова, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханеев, Рахман Суров, Новости 24. В правительстве под руководством в Рио премьер-министра Сластенина состоялось заседание Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в регионе. Было отмечено, что положительная динамика числа субъектов МСП говорит не только о том, что люди начинают свой частный бизнес, но и главным образом о выходе предпринимателей из тени. В целях повышения инвестпривлекательности региона разрабатывается регламент кадрового обеспечения инвестпроектов. Для поддержки женского предпринимательства в Ингушетии рекомендовано администрациям городов и районов
чиновников республики рассмотреть возможность предоставления помещений под льготные условия женщинам-предпринимателям и снижение процентной ставки с 6 до 4% выдачи микрозайма. Также в регионе ведется реализация 5 инвестпроектов, ввод которых планируется в текущем году. Среди них птицекомплекс по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки, завод по производству детских санитарно-гигиенических средств, Best Brand и другие. Важная информация для вынужденных переселенцев. Оформить документы для получения жилищных сертификатов и иных видов госпомощи можно по месту жительства. Достаточно обратиться в многофункциональный центр. Эти учреждения обладают полномочиями по приему заявлений от населения. Соответствующее соглашение было ранее заключено между Министерством по национальной политике и МФЦ. Ирина Цичуева с подробностями. На сегодняшний день в региональном министерстве национальной политики, печати и информации Ингушетии состоят на учете 373 семьи вынужденных переселенцев из Чеченской республики и Республики Северная Осетия в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Все эти семьи включены в сводный список государственной программы на 2020 год. А это значит, что эти граждане имеют полное право получить сертификат, так как не обеспечены жильем, не получали государственную помощь, компенсацию и земельные участки. С 20 января граждане, состоящие в сводном списке, теперь имеют возможность подать необходимые документы для получения государственного жилищного сертификата в многофункциональные центры по месту проживания. Данная мера принята для удобства жителей региона. В свою очередь, в целях организации работы по выдаче сертификатов Министерством организовано взаимодействие с Федеральной службой Росреестра с Управлением по вопросам миграции МВД по Республике Ингушетия. Если еще недавно вынужденные переселенцы с пакетом документов для получения сертификата обращались в Минац Ингушетии, то теперь не нужно ехать в Назрань. Для этого достаточно обратиться в многофункциональные центры государственных и муниципальных услуг по месту жительства. Упрощенная система стала доступна благодаря соглашению между министром по внешним связям, национальной политике, печати и информации региона и директором МФЦ. У нас сегодня функционирует 10 многофункциональных центров по республике. И чтобы создать для заявителей максимальное удобство, избежать очереди. Потому что там в министерстве не столько много окон приема. У нас больше 100 окон на сегодняшний день. И есть люди, которым и добираться сложно, то есть отдаленные места. Они могут по месту нахождения нашего МФЦ обратиться и получить данную услугу. Первые услуги вынужденных переселенцев по приему и обработке данных филиалы МФЦ в сельских поселениях и городах республики уже начали оказывать. Для удобства жителей составлен план-график, который без очередей поможет качественно, а главное быстро решить свои вопросы. Ирина Цичуева, Адам Далаков, Новости 24. Сегодня прошел очередной рейд по пилорамам Сунжинского района на предмет незаконного приобретения и распуска древесины. Проверку организовали в селении Галашки. Здесь, к слову, не один десяток подобных объектов. В рейде приняли участие местная и районная администрация, МРСК и участковые полиции. Репортаж Микаэла Тангиева. Свою собственную пилораму Бекхан Евлоев открыл 2 года назад. Производство хоть и небольшое, но весьма востребованное и прибыльное. Впрочем, в селе, где вокруг такое богатство лесов, переработкой древесины занимается почти каждый второй. Вопрос в другом – легально ли? Именно это и выясняет специальная комиссия. У предпринимателя первым делом проверили наличие необходимых документов. У меня все законно. ИП у меня есть, договор у меня есть с лесным хозяйством, договор с энергетиками есть, но рабочие места я чуть-чуть создал, там 5 человек со мной еще работает на пилораме. В том, что у предпринимателя производство легальное, комиссия убедилась сразу. Но в то же время сотрудники выявили небольшое нарушение в установке счетчика энергопотребления. Предписание. Коробка с коробка установите полностью. Коробка берут, я полностью законно.
Всего в Галашках функционирует несколько десятков пилорам. Следующее предприятие в списке, которое посетили участники рейда, находится в самом центре села. К владельцу очередного лесопильного цеха у проверяющих оказалось немало вопросов. Нарушения, за которые владельцу придется выплатить штраф, здесь выявили сразу же. Все же основная цель рейда не столько наказать нарушителей, сколько предупредить. Работать можно, но только на законном основании. Нарушение незаконная предпринимательская деятельность. Поэтому пока вот это оставим. Потом уже насчет леса, Минприроды, рекомендации, как лес есть нельзя, покупать же надо тебе его откуда-то. Чтобы вот этого воровства не было, незаконной вырубки не было. Сейчас мы механизм проработаем. Как? Бог отуху больше. Бог начинает отомстить, там прятаться, нарушать закон, чтобы вот этого не было. Правом поле. Конечно, он спокойно был бы цель. Согласно данным Минприроды Республики, основные причины нарушений в сфере заготовки древесины – это отсутствие механизма закрепления лесных обходов за конкретными инспекторами в лесничествах. В попытках пресечь незаконный оборот дерева уже на начальном этапе сотрудники лесхоза ведут дежурство на стационарном посту и ежедневно патрулируют территорию лесного фонда. При обнаружении незаконной заготовки древесины, если выявлен такой случай, определить породный состав, стоимость его и кубатуру. Сотрудникам участковой службы составляет соответствующий материал по привлечению данного лица к ответственности. Заготовленная древесина, она изымается и для последующей передачи Росимущества. О том, что большинство частных предпринимателей ведут теневой бизнес, известно давно. Да вот только поймать нарушителей за руку удается не всегда. Но и это еще полбеды. Некоторые владельцы пилорам умудряются вести свою деятельность без регистрации в налоговой службе, при этом не имея при себе договора о подключении к линиям электроснабжения. В отношении их смело составляют соответствующие акты. За последнее время составлено более 17 актов безучетного потребления, акты бездоговорного потребления на общую сумму более 3,5 миллионов рублей. Также эта работа будет проводиться и в дальнейшем. Хотелось бы обратиться к потребителям для того, чтобы они законно подключились к сетям. Контрольное мероприятие в отношении организации индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по заготовке и распиловке древесины, проводится по поручению главы республики Махмута Али Калиматова. Рейдовые проверки направлены на то, чтобы раз и навсегда пресечь нелегальную сторону лесозаготовки среди частных предпринимателей. Мы уже вторую неделю ведем эту работу. Было поручение главы республики по итогам совещания по незаконной вырубке леса, чтобы провели мониторинг просто в целом ситуации. Вот мы проводим по Сунжинскому району, какова ситуация, и в дальнейшем уже будут рекомендации, как вот итоги, чтобы наше местное население, вот именно которое занимается лесопереработкой, чтобы им какие-то предложить условия, чтобы они в правовом поле работали именно в этом направлении. По результатам сегодняшнего рейда в 90% случаев выявлены нарушения как по части производства, так и по части незаконного потребления электроэнергии. Такие инспекционные проверки не раз проводили в Сунжинском районе при участии надзорных органов власти. В прошлом году было проведено 583 мероприятия по контролю в лесах. Из них 40 рейдов направлены на пресечение самовольной заготовки древесины. Лесные инспекторы выявили 17 случаев незаконной рубки деревьев, общим объемом более 700 тысяч кубометров. Незаконная вырубка леса и нелегальный оборот древесины наносит огромный ущерб экономике и ухудшают имидж лесной промышленности не только отдельных регионов, но и всей страны. По результатам этого рейда проведут не одну встречу и обсудят дальнейший план по легализации лесного производства в нашем регионе. Михаил Тангиев, Майрбек Межоев, Новости 24. В правительстве России рассмотрят вопрос повышения пособия по безработице. В Госдуме выступили с инициативой ввести ежемесячные выплаты для домохозяек. При этом определенные изменения уже вступили в силу. На сегодняшний день порядок определения размера пособия по безработице устанавливается законом о занятости населения в РФ. В нем говорится, что выплаты экс-работникам, уволенным на любых основаниях, начисляются в процентном отношении к среднему заработку. При этом в первые 3 месяца пособие выплачивается в размере 75% от зарплаты, ну а в последующие 3 месяца 60%. Минимальная и максимальная сумма выплат определяются правительством ежегодно.
Цикл воспоминаний о депортации сегодня дополнит рассказ Харуна Килоева. Но он отчетливо помнит холодные зимы в Кустанайской области. Хоть и был совсем маленьким ребенком во время выселения ингушского народа. О нелегкой судьбе своей семьи, как и тысяч других, о надежде, которую не потеряли даже в самых сложных обстоятельствах, дедушка рассказал нашему корреспонденту Светлане Томовой. В феврале 44-го на долю 4-летнего мальчика Харуна Килоева, как и всего ингушского народа, выпало тяжелое испытание. Его вместе с семьей отправили в далекий Казахстан. Бесконечное «почему» и «за что» не покидало в те годы многих людей. Суровая зима встала на пути. Люди умирали от холода и голода, но, несмотря на это, были как одно целое. В тот день нас всех собрали на окраине села в одном частном доме. Сказали, что вас отправляют в Сибирь. Взрослые пытались узнать подробности, спрашивали, почему и за что депортируют. Из дома мы не успели взять ничего. В тот день у отца в кармане было 40 рублей. Вот с этими деньгами мы и уехали отсюда. Помню, как туда подогнали грузовые машины, нам всем сказали садиться в кузов. В спешке, пока мама собирала всех детей, мы забыли и оставили там новорожденного брата. Отец тогда успел спрыгнуть с машины и забрать его. Так мы и уехали отсюда. Полмесяца ехал их поезд. Семья Килоевых вместе с остальными прибыли в Кустанайскую область, Федоровский район. Там внизу их уже встречали люди и повозки с лошадьми. По словам Харуна, они ехали в тот лютый мороз 40 километров. На санях было разложено сено, дали 2 одеяла. Дедушка вспоминает, как мама села посередине и всю дорогу укрывала их, чтобы никто не замерз. Нас сначала повезли в один клуб. Какое-то время мы прожили там. Я помню, рядом с ним находилась школа. Когда мы, дети, выбегали поиграть, то, увидев нас, другие ребятишки, вышедшие из школы, с криками разбегались, будто видели волков. Вот настолько страшными людьми нас описали им. Со временем местные жители поняли, что мы дружелюбный народ и стали с нами больше общаться и дружить. Спустя время отец нашел работу, и мы построили себе дом. Так и жили на чужбине все эти 13 лет. В те непростые годы, вспоминает дедушка Харун, нас объединяло единство и сплоченность. Именно благодаря им мы остались в живых и смогли вернуться в родные края. В те годы было неважно, кто ты по нации. Помогали по мере возможности практически всем, кто болел или же нуждался в еде. Все вместе собирались, помогали строить дом. Словом, жили как одна большая дружная семья. Мы первые 4 года жили с немцами в одном доме. Долго притирались друг к другу, но потом очень подружились. Отец мой вышел работать на одну ферму, работал честно и добросовестно. Через долгих 13 лет семья Килоевых вместе со всеми остальными депортированными смогли вернуться в родные края. Сильный дух ингушского народа смог преодолеть несправедливое отношение к себе и построить свою, уже новую жизнь на земле предков. Светлана Томова, Майрбек Мершоев. Новости 24. В Северо-Кавказском федеральном округе объем выдачи ипотечных жилищных кредитов в 2019 году увеличился на 2,8% и составил 62 миллиарда рублей. А их количество составило 31 тысячу ипотечных займов. Таким образом, процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях в прошлом году достигла минимального за всю историю наблюдения значения – 9%, что обусловлено неоднократным снижением Банком России ключевой ставки. На 1 января 2020 года портфель банков по ипотечным кредитам, предоставленным населению СКФО, составил 170 миллиардов рублей. В школах России проходит февральская серия всероссийского образовательного проекта «Урок цифры», посвященная теме «Персональные помощники». Школьники изучают, как устроены программы на основе искусственного интеллекта, как они функционируют, какие технологии используются при их создании. Проект стартовал в декабре 2018 года по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций страны при поддержке ведущих технологических компаний. Это уже 3-е занятие. Репортаж Тамары Хашагуль. Что Яндекс разработал такой персональный помощник, которого зовут Алиса. Да? Он называется очень просто, говорите «Привет, Алиса», и он уже готов выслушать ваш запрос. Как устроены персональные помощники, какие технологии лежат в их основе и на каких устройствах они могут жить. Кванториум вновь стал информативной площадкой для этих маленьких айтишников. Ролики с комментариями экспертов помогают ученикам лучше разобраться в уроке, ведь с темой их знакомит не просто спикер, но и сам голосовой ассистент. Почему голосовой запрос? Это удобно. Средний статистический человек может написать 40 слов в минуту.
а сказать целых 150. Получается, что задавать запрос с помощью речи гораздо быстрее. Мухаммад Измайлов в свои 12 лет легко ориентируется в цифровом пространстве. Мальчик старается идти в ногу со временем. А этот урок для него – возможность узнать чуточку больше о своих любимых IT-технологиях и голосовых ассистентах, которые так упрощают жизнь. Я сегодня узнал, что голосовой помощник может не только искать информацию в интернете, но и распознавать речь человека. Голосовой помощник, знает более 89-95% речи. Не только теория, но и практика. Попробовать себя в деле и закрепить усвоенный материал ребята могут уже на онлайн-тренажере. Задания разделены на 3 уровня – для начинающих испытателей, опытных специалистов и закаленных профессионалов. Пылесос убирает комнату, лампочка освещает пол, а батареи нагревают комнату. На первом этапе ребята должны определить, к какому устройству должен обратиться персональный помощник для выполнения задания. Это своего рода разминка перед задачками посложнее, ведь дальше школьники должны спроектировать целую цепочку действий от получения помощником команды человека до конечного результата. Мы с вами попытаемся выстроить наше занятие таким образом, чтобы на той стадии, где все должны успевать. Пока одни ребята пытаются вникнуть в условия задания и выбрать правильный вариант, Раяна Булгучева справилась с заданиями онлайн-тренажера раньше и лучше всех. То ли опыт прохождения тестов сказался, то ли внимательность и любознательность на уроках информатики. Первое задание надо было включить Алису «Умный дом» по программе «Умный дом». Второе задание надо было поболтать с Алисой и настроить ее. Третье задание надо было по голосовому общаться с Алисой. И четвертое задание надо было выращивать огород свой, клубнику. Я прошла это самое первое и получила 140 баллов. Урок информатики я понимаю, мне он интересен, потому что я там узнаю все о компьютерах, узнаю программы разные, как печатать, настраивать компьютер, разные вещи. Мне это очень сильно пригодилось. Урок цифры в стране проходит уже 2-й учебный год подряд в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В нашей же республике такой формат занятий начали тестировать только в этом году. И, как говорят организаторы, весьма успешно. Для ингушских школьников это уже 3-й урок и 2-й организованный специалистами Министерства транспорта. 2-й урок он у нас проходит более-менее организованнее, нежели 1-й. Да? То есть мы сделали работу над ошибками, когда проводили 1-й урок, так как он по регламенту у нас не всегда вписывался в то, что мы хотели. Сейчас за урок дети успевают. Направлено это все у нас на популяризацию среди детей онлайн-обучения. То есть, потому что знания можно получать не только приходя в школу, да, но и дома, находясь за компьютером. Впереди у ребят еще 2 занятия в рамках этого проекта. Уже в марте они смогут узнать о безопасности будущего, а также об искусственном интеллекте и машинном обучении. Тамара Хашагульгова, Магомед Дидигов, Новости 24. Сегодня Всемирный день радио. Впервые его отметили лишь в 2012 году по решению ЮНЕСКО. В Ингушетии поздравления принимают работники 3 радиостанций: ТТ, ГТРК Ингушетия и самого молодого радио нашей компании. Они каждый день радуют слушателей хорошей музыкой и оперативными новостями на волне 88,8 FM. О творческой команде расскажет Залимхан Калоев. Праздник тех, кто всегда остается за кадром. Радищики, они рассказывают нам о важных новостях Ингушетии, России и мира. Желают нам хорошего дня и скрашивают его отличной музыкой. Долгиев Хаваш передает Соломошеву Марине из села Икажево и хочет поставить следующую композицию. Наслаждайтесь, Марина. Концерт по вашим заявкам. Полюбившаяся многим жителям программа, где каждый может поздравить своих родных и близких совершенно бесплатно с 14 до 15:00. Достаточно позвонить по номеру 55 40 50. А дальше за дело возьмется Изабелла Мартазанова. Я пришла радиоведущей только потому, что мне нравится работать в этой сфере. Конечно, нравится понимать людям настроение. Надеюсь, им нравится моя передача. Понятно, почему радищики выбирают жизнь за кадром. Они не привыкли к зрителям, не любят камер и лишнего внимания. Нет, я просто... Эта камера просто, она меня сводит с ума. Радиоведущим быть нелегко. Здесь недостаточно просто говорить в микрофон. Нужно еще знать тему обсуждений. Порой даже лучше приглашенных гостей. Поэтому Милана Манкиева готовится к своему очередному прямому эфиру тщательно. Смотрит новости и готовит вопросы.
Подготовка к эфиру занимает где-то около часа, может быть, 1,5 часов в день к одному эфиру. Я провожу 2 часа в эфире каждый день. И темы бывают, конечно, самые разнообразные. И все зависит от того, насколько хорошо ты в этой теме разбираешься. Может быть, радиослушателям, людям, которые находятся по ту сторону радиоприемника, им кажется, что в прямом эфире очень легко работать. На самом деле это не так, потому что все мы живые люди, все мы допускаем ошибки, и радиоведущие, и гости допускают совершенно нормальные вещи. И что здорово, это сам эффект присутствия. Ты знаешь, что ты можешь позвонить, что эти люди сейчас сидят в какой-то абстрактной радиостудии и общаются, обсуждают какие-то темы. Можешь позвонить, задать вопрос и тоже принять участие в этом. Каждый день в радиостудии Национального политики, актеры, спортсмены, режиссеры, литераторы, психологи рассказывают о самых важных и интересных событиях из жизни региона. Очередной гость – народный артист Ингушетии Осман Имагожев, кстати, бывший коллега радищиков. Ведь более 30 лет он проработал солистом на чечено-ингушском радио. Сейчас же он активный слушатель Национального. Радио всегда доброе. Вот едешь ли вот в машине, вот слушаешь вот музыкальные передачи, или же вот художественное слово вот рассказывают, бывают ведущие актеры, артисты. Так что радио в нашей жизни больше, чем телевидение, потому что мы радио слушаем, едешь ты в машине, в вагоне едешь ты, и поэтому радио это неотъемлемая часть для человека. Это не просто новая волна, а новый уровень. На Национальном можно услышать все, что интересно сегодня. Политика, социалка, культура, религия, самые свежие новости. В эфир также выходят программы, направленные на духовно-нравственное развитие. Богослов Ахмед Тангиев до своих слушателей доводит аяты и суры священного Корана. Ведущий понимает, в программах этого направления просто нет права на ошибку. Стараюсь и надеюсь, что я донесу до людей правильное понимание определенного аята, со смыслом, чтобы люди знали, о чем конкретно говорится в этом аяте. Еще одна полюбившаяся радиослушателям программа «Час ингушского языка», где ведущие и гости общаются исключительно на ингушском языке. Слушатели могут позвонить и обсудить любой вопрос, касающийся родного языка, а также узнать новые для себя слова. Ведущие стараются раскрыть все вопросы, поступающие во время эфира. Уже весной Национальное радио отметит свой 5-летний юбилей. Радийщики Национального каждый день стремятся завоевать своего слушателя, готовят интересные материалы как для молодежи, так и для взрослого населения. Вещание ведется на русском и ингушском языках. В день выходит 5 интерактивов, где люди могут задавать интересующие их вопросы. Благодаря инициативе и труду каждого сотрудника радио быстро завоевало своего преданного слушателя. Поэтому прямо сейчас настраивайте свои приемники на волну 88,8 FM. Зелимхан Калоев, Майрбек Миржоев, Новости 24. Сегодня в Национальной библиотеке имени Джамалдина Индеева подвели итоги 4-й всероссийской акции «Дарите книги с любовью», которая стартовала еще в начале недели. В библиотеку поступила большая дарственная книжная коллекция, переданная администрацией главы республики. В обширную коллекцию вошла литература практически всех направлений и жанров. Это и произведения российских, советских, зарубежных авторов прошлого и современности. Также документальные и научные труды. Большую часть составляют издания художественной литературы. Туда же вошли немало замечательных изданий для детей. Сегодня и завтра книги будут переданы в библиотечные фонды недавно открытых обще- и среднеобразовательных учреждений в регионе. А это более 1000 книг, собранных и благодаря помощи жителей республики. Ну а в музее ИЗО Карабулака состоялось открытие первой персональной выставки Яхи Цичуевой под названием «Цветочные фантазии». Мастер декоративно-прикладного искусства представила гостям вечера разнообразные, поражающие своей красотой цветочные композиции, выражающие ее эмоционально-эстетическое восприятие окружающего мира. Свои поделки она изготавливает из самых разных материалов. Уже 3 года мастерица также принимает активное участие в различных выставках, представленных в музее. Больше всего, конечно, я люблю работать с гофрированной бумагой. Очень люблю делать цветы. Это моя слабость, конечно. Когда мне плохо, когда мне вот голова болит даже обычно, вот беру эту бумагу, клей, ножницы, все. И это колоссальное удовольствие. Вот это мое, конечно. Вот очень люблю из гофрированной бумаги делать цветы. Это моя самая любимая работа – это цветы. А вот такие экспозиции, тем более разные, и материал разный, и тематика разная. Я просто восхищена, я просто удивлена вот этим всем. И я счастлива, что вот сегодня мы можем все это показывать, и могут видеть люди
этот талант, эту красоту. Я пожелаю ей всего самого доброго, я пожелаю ей вдохновения, пожелаю ей много свободного времени, когда бы она могла творить, и пусть люди оценят эту ее красоту. Более 200 борцов собрались в физкультурно-оздоровительном комплексе селения Верхней Чулуки. Там сегодня стартовало первенство республики по вольной борьбе среди юниоров. Состязания организованы при поддержке Минспорта Ингушетии. На самых интересных поединках в следующем репортаже. Активная поддержка болельщиков – большой плюс к уверенности спортсмена, любого, в том числе и вольника. Каждый его выход на маты – это отражение профессионального уровня как его наставника, так и самой спортивной школы. Более 200 борцов со всего региона, представляющие младшую группу юношей, сошлись на первенстве республики по вольной борьбе. Спортсменам, которым по 13-14 лет из категории юниоров, активные на борцовских коврах, в жизни немногословные. Все же между выступлениями они согласились рассказать свою историю знакомства с этой спортивной дисциплиной и как им удалось совмещать ее с учебой в школе. Соперник был неплохой, я с ним боролся. Я знаю, как он борется, так выиграл досрочно. Первый бокс в школе, цель тренировка. У меня учеба все хорошо, учитель не против. Благодарствую. Последние действия благодарствую. А соперник Дикос нормально. Когда меня поддерживают мои товарищи, мне очень приятно. Это придает мне два раза больше сил. Проход в ноги, броски через плечо или бедро, применение различных приемов, технически правильно оформленных, дают возможность борцу уложить своего соперника на лопатки, иначе говоря, проделать туше. Защита с контратакой или просто атака, давление как моральное, так и физическое. Ход боя, темп поединка во многом может задать и правильный совет наставника, признается воспитанник спортшколы Делакова Акрамат Шакриев. Первый номер атаковать сразу. Как отключить? Первый номер Боба Сауд. Тренер Яхшбес. Первый номер атаковать. 90% победа его. Соревнования борцов здесь, на первенстве республики, это билет на участие в турнире СКФО в городе Хасавюрт. Там с 27 февраля по 2 марта лучшие из лучших станут обладателями кубков, медалей и, конечно, титула чемпиона в своей весовой категории. Ибрагим Кадзоев со всей ответственностью взялся подготовить к этому турниру своего младшего брата. По его словам, строгая дисциплина совместно с усиленными тренировками должна принести свой результат. Первое соревнование, первую схватку он еще выиграл со счетом 10-0. Дальше посмотрим, что получится. Судейская коллегия во главе с Мусой Ахильговым также присматривает за наиболее перспективными борцами. Они-то и будут дальше представлять российскую элиту вольной борьбы на международной арене. Ну а говорить о победителях-призерах этого первенства рано. Впереди еще один день соперничества и самой настоящей борьбы. Михаил Тангиев, Адам Мережков, Асхаб Белакиев. Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетии и до встречи в эфире.